у нас состоялось заседание, где итоги мы озвучили исполняющему обязанности премьер-министра Новикова Артема Эдуардовича. И предварительные, как бы, есть определенные моменты, над которыми, я думаю, надо нам всем задуматься, особенно в правительстве, так как это все-таки был достаточно сложный период первой волны. Да, надо признать, никто не был, во всем мире не был готов, но есть определенные моменты, над которыми, я думаю, нам все-таки нужно будет задуматься. Это в первую очередь, согласно заключению межветкомиссии, идет расхождение в цифрах по смертям, причем значительно в несколько тысяч. Потом также третий протокол лечения, где были включены в перечень лекарств, где были включены антикоагулянты. Почему-то 15 мая, когда был разработан третий протокол, он пролежал в кабинете у определенных чиновников по непонятным причинам. То ли это бюрократия была, то ли это другие какие-то причины, с 15 мая до 18 июня. То есть когда уже в стране вовсю бушевал коронавирус, да? То есть когда уже начали у нас умирать люди. И получается, с 18 июня прошло еще 2 недели, и только 1 июля наши фармкомпании получили перечень лекарств, которые можно завозить в страну для лечения коронавируса, согласно третьему протоколу. Представьте, вот если отечественные фармкомпании получили этот список 1 июля, и пока они заказали, привезли, прошло еще 2 недели. Вот это, предварительно то, что мы узнали. То есть вот отсюда и был дефицит, бешеный дефицит и огромный скачок цен. То есть в середине июля только в страну официально фармкомпании имели возможность завозить полный перечень, согласно третьему протоколу, дополнительный список лекарств, которые нужны были именно для лечения коронавируса. То есть последние апдейты, последние обновления, именно антикоагулянты были включены в протокол и разрешены официально. То есть это все пришло в страну в середине июля. То есть это вот прям третья уже шла неделя, практически вот активная эта фаза. Вот что черный июль практически был в середине, вот в самом разгаре. И только в тот момент в Кыргызстан официально были ввезены лекарства. Здесь очень много вопросов. Я думаю, над этим уже будут работать соответствующие органы. Дальше у нас получается по поводу гуманитарной помощи. За тот короткий промежуток времени исследовать всю волонтерскую помощь, всю помощь, представленную международными донорами, не предоставилось возможным, потому что все-таки межветкомиссия была разделена на несколько групп. Кто-то изучал возникновение коронавируса, да, и эпидемиологи, клиницисты, в части лекарственных назначений, да, работали, то есть на 6 групп было подразделение, и члены комиссии предоставили точные выводы, и согласно которым можно уже сделать, была уже такая четкая картина, что гуманитарная помощь, поступление, то есть прием и учет идут расхождения между департаментом лекарственного обеспечения и организациями здравоохранения, идут расхождения в данных, значительные расхождения. Да? То есть это говорит о том, что в отдельных случаях, да, там прям факты того, что эта гуманитарная помощь продавалась на рынках. Да, вот такие прям с указанием конкретных здравоохранений межветкомиссия представила эти вот факты. Потом мы помним, что в марте, в апреле был разработан первый, второй протокол. И получается так, что тот перечень лекарств, который был закуплен согласно первому, второму протоколу, как выяснилось, до сих пор, прошел практически уже 8-9 месяцев, до сих пор в департаменте лекарственного обеспечения на складах хранятся огромный запас лекарств, причем дорогих лекарств, которые почему-то до сих пор не распределены, и сроки годности заканчиваются буквально через полгода. Да, вот тоже то, что выяснилось в рамках комиссии. Потом надо отметить самое большое количество смертности в процентном соотношении было в обсервациях Семетей. В обсервации Семетей это на базе Ганси. Но почему-то также, когда запрашивались документы, до сих пор комиссии, оказывается, не предоставили
детальный отчет по перепрофилированию базы ГАНСИ в это, ну, как бы то в лечебное учреждение, в обсервацию, ну, сейчас это называется там в больницу Семитей, да, вот до сих пор как бы вот эти вот цифры нам, данные не предоставили, не нам, а межветкомиссии конкретно не были предоставлены по запросам. Есть, конечно, да, надо признать, что штаб на тот период он давал поручения, но вертикаль власти как таковая не работала. То есть поручения в штабе давались, но на, скажем так, на определенных уровнях эти поручения не исполнялись. Большой вопрос к там, координаторам здравоохранения, как они на местах работали. По смертности тоже там разница между Национальным статистическим комитетом, данными, которые предоставлялись с регионов. Вот, то есть вопрос о занижении цифр смертности. Я думаю, даже сейчас вот этот процесс, мы буквально на штабе опять, я поднимала этот вопрос, чтобы мы уже до конца разобрались, что происходило, что происходит сейчас. Вот, по итогам отчета межветкомиссии, исполняющим обязанность премьер-министра Новикова Артему Эдуардовичу, было принято решение, что вот эти выводы они будут вынесены на заседание Совета Безопасности в ближайшее время. Но самое главное, для чего как бы, эта межветкомиссия также создавалась, за 30 лет в нашей стране вот наступил, я думаю, это такой вот пандемия показала, насколько нам нужны адекватные, соответствующие требованиям времени перемены и реформы в системе здравоохранения. То, что пандемия показала, что и медики, и граждане, и, я думаю, и как бы правительство пришли к конкретным выводам, что нужно полностью реформировать систему здравоохранения. Нужно смотреть как бы уже совершенно другой точки зрения, да, чтобы она соответствовала тому, что происходит сейчас вокруг в мире. Все-таки умерло большое количество людей. Судя по тем цифрам, которые мы узнали, умерло намного больше, чем официально нам были предоставлены народу цифры. Поэтому были внесены практически каждая группа, которая работала в рамках межветкомиссии, она предложила выводы и конкретные решения проблем, которые до сих пор есть. Вот. И на заседании присутствовал новый министр здравоохранения, присутствовали соответствующие как бы, представители структуры, да, аппарата правительства. Да. И я со своей стороны, как курирующий вице-премьер сектора здравоохранения, социального сектора, исполняющий обязанность премьер-министра, вот, после того, как вот, эти выводы межветкомиссии будут представлены на Совете Безопасности, я думаю, будут даны конкретные поручения по, ну, вот, по демонтажу имеющейся коррупции, потому куда нам нужно дальше идти, что нам нужно дальше делать. И было поручено составить конкретный план мероприятий по дальнейшей деятельности, по устранению недостатков, которые выявила вот эта вот рабочая комиссия. Да. В состав этой комиссии были включены действующие медицинские работники, эксперты с различных сфер деятельности, потом журналисты с средств массовой информации, да, представители государственных муниципальных органов, гражданские активисты, да, вот, и ну, вот, независимые эксперты. То есть это была очень объективная, очень такая многоуровневая и настолько вот такой был очень открытая, я думаю, такая комиссия. Ну, мне кажется, это вообще впервые в истории нашей страны за 30 лет нашего развития. Практически каждый член комиссии имел неограниченный доступ к материалам, не было никаких запретов, потому что наша самая главная задача на тот момент была выяснить, где были ошибки и что на сегодняшний день правительству нужно в срочном порядке исправлять.